Доброе утро, Якутия! Сегодня на календаре 11 октября, среда. Среда – это маленькая пятница, и сегодня с вами я, Глаголева Елизавета. Просыпайтесь вместе с нами, заряжайтесь бодростью и позитивом, узнавайте первыми о событиях, которые произошли в мире и в регионе. А теперь давайте узнаем, о чем же мы расскажем вам сегодня. Сегодня ежегодно отмечается День психического здоровья. Что нужно делать в условиях неопределенности? Как поддержать самих себя? Поговорим об этом с нашим гостем. Самые крупные археологические раскопки завершились на территории Якутска в конце сентября возле старой городской бани по улице Чернышевского. И главный же вопрос, который интересует историков и археологов – чей же этот дом и какого он года постройки? Обычно после занятия спорта и диеты сброшенные килограммы почему-то возвращаются. Как же правильно рассчитать физическую нагрузку и считать калории, расскажет наша рубрика «Мой доктор». Благотворительный фонд Илзе Лиепа привез в этом году в мир лучших хореографов страны. 3 дня они занимались воспитанниками творческих коллективов Мирнинского района. И по традиции давайте же узнаем, какая же нас погода ожидает за окном. На 6 утра в центральных районах плюс 4, плюс 7 градусов. В заречной группе от 0 до плюс 6. В южных плюс 6, в Вилюйской группе плюс 8, плюс 11 градусов. В Нижнеленских 0. В западных плюс 9, плюс 10 градусов. В Колымо-Индигирской группе Лусов минус 11, минус 5 градусов. В Янских минус 18, минус 7. На северо-западе минус 12, плюс 5. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра плюс 6 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Сегодня днем ожидается дождь, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, порывы 7-12 метров в секунду. Температура ожидается плюс 4, плюс 6 градусов по Цельсию. Ну а сегодня Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечает свой 90-летний юбилей. Уже к началу 1941 года в ведении Якутской ОГМС находились 27 метеоростанций. Регулярные исследования атмосферы проводились в 19 пунктах. Гидрологические наблюдения осуществлялись на 66 постах. Мы поздравляем всех работников службы Якутской гидрометслужбы с 90-летием образования управления. Какие же еще знаменательные даты произошли, узнаем из нашей рубрики «Даты и события». На календаре 11 октября и сегодня празднуют Международный день девочек, Всемирный день борьбы с ожирением, День благодарения в Канаде, День физкультуры в Японии. В этот день учреждена Российская академия. В Австралии начал работу первый университет. Состоялся первый радиоуправляемый полет во Франции. С космодрома Байконур предпринята попытка пуска автоматической межпланетной станции. В открытый космос вышла первая американская женщина-астронавт Кэтрин Салливан. Черный вторник – обвальное падение курса рубля по отношению к доллару. По народному календарю в этот день отмечается память преподобного Харитона-исповедника. Харитонов день в народе считался недобрым. В этот день нужно было сидеть дома, не ходить в гости, по возможности не выходить во двор, чтобы злые люди не сглазили и не навели порчу. Домашними делами тоже заниматься не следовало и ни в коем случае не выметать ссор из избы. Приметы: в этот день особенно стоило опасаться кореглазых и черноглазых людей. На Харитона жених и невеста тайно приходили к деревенской ведунье, угощали пирогом и дарили горшок меда. Родились в этот день Фредерик IV, король Дании и Норвегии, Тита Мерельо, аргентинская актриса и певица, исполнительница танго, Игорь Савченко, советский кинорежиссер, сценарист, драматург, актер и педагог.
Владимир Успенский – русский советский писатель. Евгений Аксенов – советский и российский астроном. Игорь Верник – актер театра и кино, народный артист России. Люк Перри – американский актер. Денис Гребенщиков – российский хоккеист, двукратный чемпион мира. Именины празднуют Алексей, Александр, Анатолий, Анна, Афанасий, Ефрем, Мария, Ульяна, Федор, Харитон, Василий. Доброе утро! Но мало кому нравится отражение в зеркале сразу после пробуждения. А ведь так хочется прийти на работу сияющим и свежим. А настроение портит отеки, которые долго не уходят, неровный цвет лица и выраженные морщины. Быстро привести себя в норму помогут простые упражнения, которые займут всего лишь 5 минут, и включить их в свои утренние привычки совсем несложно. Расслабляем шею, чтобы улучшить кровоток. Растяжка боковой поверхности шеи. Исходное положение – стоя, выпрямив спину, руки опущены вдоль тела. Левую руку тянем вниз, при этом медленно наклоняем голову к правому плечу. Задерживаемся в этом положении на 30 секунд. Меняем руку и наклон головы. Растяжка передней поверхности шеи. Обе руки тянем вниз и немного вперед. Голову осторожно наклоняем назад и прижимаем к затылку. Задерживаемся на 30 секунд. Растягиваем заднюю поверхность шеи. Исходное положение – руки в замке, сцеплены на затылке. На выдохе немного опускаем голову, на вдохе пытаемся поднять ее обратно. Но руками препятствуем этому. Затем выдох и снова немного опускаем голову. Повторяем 3 раза. Эти упражнения уменьшают заломы в зоне декольте на шее и активизируют процессы правильного кровотока и лимфотока. Открываем глаза и убираем отеки. Указательным пальцем правой руки придерживаем кожу у основания левой брови. Слегка сгибаем указательный палец левой руки и как бы проезжаем его боковой стороной по всей брови, надавливая на нее со средней интенсивностью и слегка приподнимая вверх. Проделываем все то же самое с правой стороны и повторяем по 10 раз. Слегка согнутые указательные пальцы располагаем над бровями. Большие пальцы при этом находятся на зоне под глазами. Пальцы как бы образуют бинокль. Они должны быть прижаты к коже, но не давить на нее. Чередуем широкое раскрытие глаз на 1-2 секунды и прищуривание. Стараемся не морщить лоб, участвуют только круговые мышцы глаз. Повторить следует 10 раз. Упражнения уменьшают отечность под глазами, при постоянном выполнении сокращают гусиные лапки. Подтягиваем овал лица. Располагаем руки на лице так, чтобы середины ладоней были прижаты к скулам, а пальцы к вискам. Медленно продвигаем ладони вверх к макушке головы, в итоге соединяя их там. Повторяем 3 раза. Ставим большие пальцы рядом под подбородком, ближе к шее, как бы проваливаясь в ямку, которая находится за костью нижней челюсти. Начинаем продвигаться в разные стороны к ушам круговыми движениями, медленно массируя кость нижней челюсти и пространство под ней. Повторяем 2-3 раза. В результате мы получаем легкий лифтинг лица, снятие отечности с нижней половины лица и подтяжку подбородка. Но обычно после утомительных физических нагрузок и изнуряющей диеты сброшенные килограммы почему-то возвращаются. А возвращаются они из-за несоблюдения баланса между расходом калорий и их доходом. Как правильно рассчитать физическую нагрузку и считать калории, объясняет наша рубрика «Мой доктор». Доброе утро! Подсчет калорий позволяет не отказываться от употребления определенных блюд, а сделать похудение более комфортным. Для подсчета калорий и контроля собственного питания необходимо установить определенное значение калорийности своего ежедневного рациона. Начать записывать и анализировать все продукты, которые принимали в пищу в течение дня. Следить за улучшением в собственной фигуре
и продолжать движение к намеченной цели. При подсчете калорий следует придерживаться определенного алгоритма. Для начала необходимо проанализировать уровень метаболизма, характерный для вашего организма. Постарайтесь не пользоваться точками фастфуда. Там сложно считать калории, но легко их потреблять значительно больше суточной нормы. Приучите себя носить завтрак и обед из дома, чтобы строго контролировать рацион собственного питания. Это позволит в рекордные сроки привести свое тело в желаемую форму. Для профилактики ожирения человеку с нормальным весом достаточно тратить калорий и энергии столько, сколько он получает их в течение суток. При наследственной предрасположенности к ожирению, в возрасте после 40 лет, при гиподинамии необходимо ограничить потребление углеводов, жиров и увеличить в рационе белковую и растительную пищу. Необходима разумная физическая активность, пешие прогулки, плавание, бег, посещение спортивных залов. Если есть недовольство собственным весом, для его снижения необходимо обратиться к эндокринологу и диетологу для оценки степени нарушений и составления индивидуальных программ похудения. Этого будет вполне достаточно, чтобы решить проблему. Будьте здоровы! Ну а в Республиканском шахматно-шашечном центре стартовала первая лига 81-го чемпионата Якутии по классическим шахматам. Принимает участие 52 участника, в том числе 2 мастера ФИДЕ, 14 кандидатов в мастера спорта. Участники приехали из Намского, Верхневилюйского, Верхоянского и из других районов республики. Турнир проходит по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени по 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого. Первая лига будет проходить с 9 по 13 октября. Здесь очень состав сильный. Здесь 3 первые места занявшие участники получают путевку на высшую лигу чемпионата Республики Саха-Якутия по классическим шахматам. По нашим планам, по календарному плану, в ноябре следующего месяца будет проводиться также чемпионат республики. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Родственники военных, отправленных служить за границу, смогут и дальше числиться в списках нуждающихся в специализированных жилых помещениях по прежнему месту службы главы семьи. Также за семьями военных сохранят право пользоваться занимаемыми служебными жилыми помещениями по прежнему месту службы, либо на получение денежной компенсации за съем квартир. Этими правами родственники военных смогут в частности пользоваться, если на территории иностранного государства, куда был направлен глава семьи, возникли кризисные или чрезвычайные ситуации, представляющие угрозу их жизни и безопасности, а также если на новом месте службы подходящего жилья для родственников военного нет. Врачи из республики выехали в военные госпитали Дальневосточного федерального округа для оказания помощи участникам специальной военной операции. Для оказания волонтерской и практической помощи нашим раненым землякам в военные госпитали ДФО выехала бригада врачей под руководством Владимира Богдашина. Так, в составе бригады врач-травматолог Горной центральной районной больницы и врач-психиатр Якутского республиканского психоневрологического диспансера. В компетенцию мам и пап могут войти утверждение школьного меню, отмена введения требований к одежде, а также запрет на несправедливое увольнение учителей. Такие нормы содержит законопроект, подготовленный депутатами Госдумы. Так, депутаты предложили законодательно закрепить понятие «родительское собрание». Уточняется, что в него могут входить все родители учащихся. При этом решение собрания предлагается принимать простым большинством голосов – 50% плюс 1 голос.
Якутия по итогам прошлого года заняла 15 место в рейтинге благосостояния российских регионов. Лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область, набравшие 100 и 97 баллов соответственно. При составлении рейтинга учитывались отношения медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя. Также во внимание принимались доли населения с доходами ниже границы бедности, доли семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку, доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. Суммы государственной помощи по социальному контракту на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности и личного подсобного хозяйства в Якутии увеличен до 500 тысяч рублей. Размер выплаты зависит от сметы расходов, представленных в бизнес-плане. Денежные средства можно расходовать на постановку на учет, на аренду или приобретение помещения, на обучение, а также на приобретение необходимых материалов и оборудования. Напомним, что ранее суммы государственной помощи составляли 350 и 250 тысяч рублей. Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. Подать заявление на социальный контракт можно через многофункциональный центр «Мои документы», портал Е-Якутия и на приеме в Управлении социальной защиты города Нерингри. Средний душевой доход должен не превышать величину прожиточного минимума. Якутяне, успешно прошедшие собеседование и практику в рамках проекта «На вахту-14», 11 октября отправляются в другие регионы России. Они будут работать в Приморском крае, Москве, Подмосковье, Смоленской области и Краснодарском крае. Первостепенная задача десанта – это набор опыта для последующего возвращения и трудоустройства в промышленные компании. В специальности, требующие владения техникой и оборудованием, требуются люди с опытом. Желающие участвовать в проекте могут оставить заявку на сайте navachtu14.rf. В Якутске выбирают место для установки главной новогодней елки республики в связи с ремонтом площади Ленина. В этом году конструкцию обновят, а одним из предполагаемых мест установки может стать угол проспекта Ленина и улицы Кирова со стороны Дома правительства номер 2. Пока на этом месте стоит забор, так как идет ремонт памятника Ленину, но возможно, что к началу монтажа елки его уберут. Окончательно с местом установки елки должны определиться к концу этой недели. Бюджет Российской Федерации разделяется на 3 уровня – федеральный, региональный и местный. Важным элементом наполнения местного бюджета являются расчеты с торговых мест, а также оплаты при оказании услуг и работ при использовании контрольно-кассовой техники индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Все эти платежи попадают в местный бюджет посредством налогообложения. Отчисления с каждого рубля идут на благоустройство дворов и окружающей среды, освещение, газификацию, здравоохранение, иные социальные, инфраструктурные и экономические нужды муниципалитетов. Не выдали кассовый чек? Обратитесь в ФНС России. Ну а мы в эфире «Утро Якутии», и 10 октября весь мир ежегодно отмечает День психического здоровья. Ежегодно в стране проходит неделя психического здоровья. В рамках этой даты мы решили пригласить в студию врача-психиатра, психотерапевта Якутского и республиканского психоневрологического диспансера Валентину Владимировну Алексееву. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, что же такое психическое здоровье и из каких факторов оно состоит? Есть официальный термин, который придумала Всемирная организация здравоохранения. Здоровье, психическое здоровье – это сочетание так называемых разных факторов, таких как социальное, физическое и психологическое благополучие человека. Вот что называется. То есть это не только когда человек соматически здоров или имеет, например, работу, или достаточное количество денег, но и внутреннее состояние, моральные какие-то качества очень важны. Да, как говорится, написано даже в ВОЗе, то, что обязательно физическое здоровье должно быть, психическое и социальное благополучие. Да. А как обычному человеку, который еще не болеет, сохранить психическую стабильность? Как я понимаю, что все-таки психическая стабильность
Одним из самых таких важнейших критериев это является врожденное качество, то есть, по сути, гены. Если мы берем там, работу Ивана Петровича Павлова, то он выделил 4 так называемых типа личности. И это врожденное, да, качество. Есть сильный, уравновешенный, подвижный, сильный, неуравновешенный, подвижный, сильный, малоподвижный, неуравновешенный, и сильный, неподвижный и уравновешенный. Да? И большая часть, я думаю, все-таки определяется этим, генами нашими. А какая-то часть все-таки определяется, наверное, социальными факторами. Потому что может быть так случится, что на одни и те же события люди реагируют по-разному. Кто-то там дезадаптируется и, например, там болеет или впадает в истерику, или в какие-то еще другие измененные состояния, а кому-то вот и ничего. Вот вы сказали про типы, да, вот личности, можно сказать. Да. А как можно определить их? Вот если, допустим, кто-то сейчас из зрителей хочет сказать, интересно, а какой у меня тип личности? Ну, на самом деле, если по-простому сказать, да, я вот сказала, сильный, уравновешенный, подвижный. Если мы берем работу Гиппократа, это еще вот тогда было описано на самом деле, то есть соответствует сангвинистическому типу темперамента. В принципе, несложно. Везде, пожалуйста, загуглите, кто такой сангвиник, флегматик, Ну да, меланхолик, я думаю, холерик. всем известно. Да. В школьные времена еще мы это изучаем и проходим также тесты. Да. А что же нужно сделать человеку, когда он неопределен? У него есть чувство неопределенности. Как поддержать самого себя? Ой, ну поддержать самого себя — это же навык. Кажется, что вот... Ну, если мы возьмем, например, теорию транзактного анализа, там есть такие понятия, как родитель, взрослый, дитя. Наверное, вы все, тут же растиражированная такая теория, многие ее знают. Если мы возьмем состояние родителя, то там бывает критикующий родитель и бывает заботливый родитель. И, например, есть такое упражнение. Садят человека, допустим, на 2 стула. На одном стуле надо было себя очень сильно хвалить, а на другом стуле надо было себя ругать. И как вы думаете, на каком стуле большинство людей задерживается? Ну, наверное, которые ругают? Да, кстати, когда почему-то ругать себя легче, привычнее и понятнее. Это очень хорошо отработанный навык. Потому что нас, для того, чтобы мы удерживались в обществе, имели честь, ум, совесть, и вину и стыд, нас очень хорошо ругают. И мы знаем это. А навык поддержки и навык, допустим, заботы о себе, какой-то именно такой психологической заботы, к сожалению, пока эти навыки у населения не так хорошо развиты. Но я думаю, что мы будем развиваться и двигаться в этом направлении, потому что общество меняется. И даже, например, когда мой сын был первоклассником, он в интернете где-то прочитал про метод зеленой ручки. Может, вы слышали такое? Нет, расскажите, Да. интересно. Он принес мне этот метод, и, показал там где-то в интернете, в общем, статью о том, что, оказывается, есть такой метод зеленой ручки, в котором для детей маленьких, которые там чему-то только обучаются, ребенок, например, пишет текст, и в этом тексте зеленой ручкой подчеркивается только то, что ребенок сделал хорошо. Красиво, правильно, то, что у него получилось. А у нас, например, принято же как-то красная ручка, да, которая там подчеркивает все твои недостатки, неправильности какие-то. То есть это вот прям так все внимание туда. И вот метод зеленой ручки, мне кажется, он так, может нам всем помочь. Ну, это, да, в какой-то степени очень интересно, потому что зеленый цвет, он же сам по себе более успокаивающий, да, чем красный. А какую терапию может предложить врач-психиатр, который нуждается в укреплении психического здоровья? Именно конкретно, если мы берем психиатрию, то психиатрия, она занимается расстройствами, такими, серьезными, да? Те, кто входит в международную классификацию болезней. И психиатр в основном занимается диагностикой и лечением медикаментозным, психофармакотерапия. А, например, психолог и психотерапевт — это специалисты, которые немножко могут помочь не только, допустим, фармакотерапией, но и поменять взаимодействие человека с собой. Потому что это является наиболее важным, то, как ты сам с собой взаимодействуешь. Вот сейчас как раз мы говорили про критикующего родителя, про заботливого родителя. И, например, если человек все время общается с собой с позиции критики, то даже гормональный фон его будет совершенно другим. Спасибо вам большое за такую интересную беседу. Она, я думаю, очень полезная, так же вот как лично для меня, также и для наших телезрителей. Желаю вам хорошего дня и вообще удачи, потому что вы делаете очень важное
вклад в нашу республику. Большое спасибо вам. Ну а самые крупные археологические раскопки завершились на территории Якутска в конце сентября возле старой городской бани по улице Чернышевского. Раскопки интересны тем, что уже вызывают споры среди историков. Земля города Якутска хранит в себе множество исторических памятников. По этой причине, прежде чем начинать строительство новых зданий, территорию необходимо проверить, провести археологические раскопки. Так, на данном участке в процессе исследования был обнаружен жилой дом. Помимо этого, присутствовали остатки амбара и постройки, ранее горевшие, судя по прогарам, и приспособленные в дальнейшем хозяйственным целям. Как показывает опыт последних лет нашей работы, вообще в центре города Якутска оказывается очень много объектов строительства сохраняются. Конечно, это фундаменты, основания, нижние какие-то горизонты, но тем не менее мы должны в процессе раскопок их зафиксировать, зарисовать, сделать обмерные чертежи, ну и так далее. Все манипуляции необходимо провести. По предварительным данным, найденные сооружения принадлежали купцу, о чем говорят найденные ценные вещи, украшения, именные перстни. Также в имении была мастерская резьбы по бивню мамонта. Местность была полна различными вырезками и неудачными образцами, предположительно сделанных учениками. Близость реки способствовала частой рыбалке, а домино и шашки, вероятно, были любимыми вечерними развлечениями, пока дети играли деревянными игрушками коров и быков. Вот мы видим изделия из дерева, самый доступный материал, да, вот очень интересно. Например, вот такие, видите, игральные фишки. Вот мы собрали большую коллекцию достаточно игральных фишек, когда видимо, горожане в суровые зимние вечера коротали время за какими-то настольными играми. Сооружение поражает многими вещами, в особенности тщательной планировкой. На территории были найдены 2 больших ледника, где, по предположениям, хозяин хранил мясо не только для пропитания своей семьи, но и на продажу. Также в доме над морозильником были 2 помещения, служившие хозяевам холодильными комнатами. Сначала были поставлены сваи, ну или как мы их называем, стулья, вот видите, такие деревянные, да. Был выкопан большой котлован, сделан полностью сруб этого ледника. Потом вот там видно поперечные балки лежат, и это не просто наваленные сверху бревна, это конструкция сделана в виде черепицы, кровельной черепицы. То есть одна идет с пазами, вторая с продольными пазами. Да. То есть сегодня нет ни одного, будем так, сверху шханта или костыля забитого сверху, они просто лежат под своим весом, абсолютно чистые, а с внутренней стороны это ровный потолок. И там еще 2 метра в глубину, как минимум. А проблема водоотведения была актуальна во все времена. Удивительной находкой как раз стали ливневые канализации, построенные из карбазных досок. Когда мы обнаружили этот канал, понимания в первый момент, конечно, не было, что это такое, потому что он был сверху закрыт карбасными досками. Когда мы его вскрыли, мы думали, что это просто покрытие полы, а там открылся канал, полый канал. Причем стенки, закреплены распорками, чтобы они не заваливались вовнутрь. Раскопки завершены в соответствии с обговоренным планом, однако не вся работа проделана. Ледники так и остались невскрытыми со всем содержимым. Поскольку раньше на этом месте была мастерская, вполне возможно, что наряду с мясом там хранятся и бивни. А пока нужно написать отчет о проведенной работе, доказать историческую ценность, чтобы получить возможность отсрочить строительство будущей гостиницы на этой территории и довести раскопки до их полноценного конца. Марина Захарова, Иван Сорокаумов, Якутск. Но у нас в гостях председатель Якутского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Высоких. Андрей Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите нам про главный вопрос, ответьте, который интересует историков и археологов. Чей же этот дом и какой он постройки? Да, на самом деле, то, что мы не ожидали, будем говорить, начинайте раскопки, что будет так интересно, когда к сегодняшнему, к 1 октября, археологи подошли к этому, будем говорить, пласту раскопок. Дом Васильева, купца Васильева, это был двухэтажный дом, это было необычно для Якутска. И на старых фотографиях он выделяется на дальнем фоне, то есть его близко не фотографировались, но это у нас вокруг Преображенской церкви были фотографии центра города. Но на дальнем фоне как раз он видный, такой большой двухэтажный дом. И потом, когда мы начали, поднимать архивы, то есть, да, мы убедились, что это дом Васильева был. Но уже сейчас Елена Николаевна в интервью сказала, что закладная монета, то есть, когда все дома или
сооружения строились, это в советское время еще у нас была тоже такая традиция закладывать монеты. И вот в этом доме, дома Васильева, монета была 1898 года. То есть мы говорим, это конце 19-го, начало 20 века дом постройки. Но самое интересное еще, помимо того, что это был двухэтажный дом, под всем этим домом, как оказалось, был большой ледник. И мы его сейчас видим. Вот. То есть археологи наши вскрыли крышу этого ледника. То есть теперь мы можем с полной уверенностью говорить, что прежде чем строить дом, был выкопан большой котлован, были сделаны стены этого сруба ледника, потом сделан сверху вот этот, не просто там лежат бревна, а бревна лежат, сделаны таким образом, как черепица на крыше. И все это было пробито законопаченным мхом. То есть тепло, то есть холод не уходил. И поверх этих бревен был засыпан песок речной. Поэтому сохранность очень шикарная. То есть мы говорим о том, что, поскольку это купеческий дом, то в зимнее время, скорее всего, скупалось мясо, рыба, и прямо вот конные сани могли туда закатиться, потому что вход мы видим очень широкий в этот ледник. То есть туда закатили, там разгрузили, то есть и потом все лето они спокойно торговали всем, что за зиму накопили. Опять же, в ходе раскопок Лена Николаевна со своими помощниками, они, будем говорить, в этом районе, не в самом доме, а в соседних там постройках увидели изделия из бивня. То есть это заготовки, в основном это были, тогда, наверное, сувениры не были интересны людям, а делали гребешки. И поскольку гребешки были и очень хорошего качества, и полухорошего, и недоделанные, Лена Николаевна предположила, что там, скорее всего, была такая мастерская с учениками. То есть ученики пилили, делали, учились. И опять же мы говорим, ледник, да? А кто знает, что внутри этого ледника, потому что он как минимум 2 метра в полный рост человека. Может быть, там остались сами бивни, которые потом доставались и пилились, потому что бивень такой материал, его надо хранить в определенных условиях. Коротко все, потому что, археологи работали с июня по 1 октября. Предварительно, опять же, это сегодня в правилах археологии разрешено было, вывезено порядка 1000 кубометров сверху от этого грунта, который, так сказать, советский мусор и так далее. И потом, когда археологи работали не очень как настоящие археологи, скребли, что называется, каждый миллиметр, каждый сантиметр. И через руки этих мальчиков и девочек прошло, я так думаю, не меньше 400 кубометров земли. То есть рядом такая большая гора, то есть это все просеялось, прощупывалось, перетиралось. И 1 октября они закончили, и сейчас стоит вопрос, как будет написан отчет археологов, и уже дальше компетентные органы должны принять какое-то решение, продолжать или не продолжать археологические работы на этом объекте. Хотя, конечно, у археологов глаза горят и, что называется, ручки, потому что это интересно. 3 года назад на улице Ярославского напротив Алтумена был аналогичный раскоп, но там было всего, по-моему, 200 с небольшим квадратных метров раскопа, здесь 800 квадратных метров. И там их тоже торопили, но после этого 2 сезона, 2 лета практически там никаких работ строительных не велись, и поэтому, к сожалению, здесь они боятся, может, повторить эту же ошибку, что, опять же, мы торопимся с археологами, их, что называется, выдвигаем, а там стройка может быть и не так быстро начаться. Андрей Анатольевич, но нам еще известно, что вы занимались восстановлением дома, который называется Цирюльня. Да. Расскажите, пожалуйста, немного о восстановлении, как вы это делали. Опять же, это был 2007 год, этот дом просто подходил под снос. И когда я в архитектуре спросил, дирекции строительства и так далее, говорю, а что будет на этом месте? Да ничего не будет, мы готовимся к юбилею, мы просто песочком засыпем и все. Говорю, давайте хоть что-нибудь оставим из реальных старых домов, в которых, я родился в этом городе, видел этот дом, когда мы там с папой и с братьями ходили в баню. Тебе надо и делай. И мы аккуратно расчищали, убирали все, советские постройки, там было, конечно, жуткое состояние во дворе, там мы тоже вывезли очень много, реально такого мусора, который только на свалку можно было вывезти. И опять же, был первый официальный археологический исследование, то есть мы просили археологов поработать у нас, потому что по закону Российской Федерации на всех исторических зонах обязательно должна быть археология, прежде чем что-то начать строиться. В принципе, там ничего особенного археологи не нашли, но заключение есть. И мы этот дом, практически он сохранился на 70%. То есть мы
полностью меняли стулья, так называемые сваи, нижние венцы, верхние на потолке, а 70% от бревен, наличники, колоды дома, мы все это родное оставили. Единственное, что, опять же, архитектура попросила нас перенести дом на 3 метра от дороги, потому что в условиях градостроения это тоже нужно. Вот, и когда мы его разбирали, чищали, там ребята наверху, вот в этой, так сказать, утеплителе, когда шлак с опилками, нашли коробочку с золотом. То есть такой был резонансный момент. Ну, это золото было промышленное, потом объявили, что это было олово, ну, бог с ним. Но факт то, что что-то было. Это очень интересно. Также вы же предложили один из интересных проектов про зеленый луг, да? Расскажите. Ну, в принципе, у нас всегда есть генпланы. Генплан. И вот у нас карта в башне Якутского острога висит генплан 1984 года, где нарисован и 203-й микрорайон, 202-й, точнее, и от 203-го сегодняшнего практически до улицы Чернышевского, туда, то есть где она соприкасается с Покровским трактом, все должно быть застроено. Мы как раз говорим о том, что городу не хватает зеленых зон. Мы все, что можно было, так сказать, заняли внутри города. Есть только у нас парк культуры отдыха. Ну, да, он хороший, и горожане его любят, но этого мало сегодня. И вот наше предложение все-таки не идти дальше 203-го микрорайона, а оставить этот зеленый луг как таковой, как действительно прогулочный. И вот там, где должен быть 204-й микрорайон, то есть от 203-го до улицы, точнее, дороги от памятника Бекетова, можно было сделать такой парк, зону отдыха для горожан, живущих в этом районе. Да, это затопляемая часть, но вот это бывает не каждый год и не более месяца. Поэтому мы предложили сделать такой парк, где просто сделать красивые дорожки, поставить освещение, чтобы вода пришла и ушла, водоотведение было. Ну, для выгула собак площадка, опять же, зона барбекю. Не надо ехать там на Покровский тракт или куда-то поджигать лес, искать эти деревяшки. Тут, пожалуйста, рядом с городом, можно просто из дома пешком пройти, зону барбекю. Спортивные какие-то там комплексы сделать и так далее. То есть это без капитального строения, но такой парк, будем говорить, естественный. Конечно, там должен быть какая-то управляющая компания, следить за порядком и так далее, убирать. Ну, пока в разговорах все поддерживают, но не дали этого. Спасибо вам большое. Очень интересная беседа. Вам желаю большой удачи и, конечно же, новых раскопок и интересных проектов. Вообще надо к 400-летию города Якутска, он уже не за горами. Нам много чего надо сделать и достойно встретить туда-то. Спасибо вам большое. А многодетная семья Степанов из города Якутска вот уже год ведет свой бизнес. У Марии и Александры своя действующая спортивная школа, где дети и взрослые занимаются пилоном и воздушной гимнастикой. А благодаря выигранному гранту Центра «Мой бизнес» семья планирует открыть еще 2 новых направления. О предстоящих планах Степановы поделились нашей съемочной группой. Вот уже год Мария и Александр Степановы предоставляют спортивные услуги для детей и взрослых. Идея открыть свою школу пришла Степановым случайно, когда, сопровождая свою дочь на всероссийском чемпионате, увидели в соседнем зале соревнования по пилотному спорту. Загорелись и пошли на ответственный шаг сразу по приезду в Якутск. Впервые я увидела, что такой вид спорта есть, и дочке понравилось, и мы приехали. Долго думали и потом решились открыть именно эти виды спорта у нас в республике. Пилонный и? Пилонный спорт и воздушная гимнастика. Да, в этом направлении 2 вида – воздушное кольцо и воздушное полотно. В рамках проекта Мария проводит занятия для женщин и детей, а также мам, которые ждут детей с занятий. Александр занимается общей физической подготовкой мальчиков от 7 лет и юношей. Мы занимаемся с помощью пилона. Это вот палочка? Да. Не тяжело? Ну, для кого как. Ну вот ты вспомни, когда пришла, вот самое тяжелое, сложное, что было для тебя, вот для девочек, которые приходят, с чем нужно справиться прежде всего? Прежде всего надо справиться с разножкой, потому что из нее многие элементы делаются. Ты планируешь дальше заниматься или вот это просто временно там? Как думаешь? Планирую, наверное. Планируешь? А в будущем свою жизнь хотела бы со спортом связать? С пилоном? Наверное.
Также Степановы планируют открыть 2 новых направления. Все благодаря гранту в размере 100 тысяч рублей, который многодетная семья получила в прошлом месяце на форуме предпринимателей Якутии. Спонтанно тоже решили принять участие, так как мы многодетная семья. Мы впервые узнали о таком гранте, подали заявку, прошли, получается, за 4 дня обучения. Это первоначально было первой целью, которой нам нужно было пройти обучение, потому что в бизнесе очень много нюансов, незнакомых вопросов, ошибок. Поэтому сначала было обучение, а потом как-то так получилось, что мы выиграли. Защитили проект за эти 4 дня. Не ожидали вообще. Это очень хороший будет продолжением, да, нашего бизнеса. Толчком. Да, вложение. С помощью гранта мы решили открыть еще 2 вида – ОФП и йогу. Мы набираем уже детей на ОФП, а так на йогу. Да, с ноября начнем. Пилон и воздушная гимнастика только развиваются в нашей республике. Но Степановы нацелены на включение этих направлений в программу международных спортивных игр «Дети Азии». Специально для этого семья пригласила 3-кратную чемпионку мира по спортивному и артистическому пилону Полину Волчек, которая на данный момент уже готовит спортсменов к соревнованиям. Я считаю, что у Республики Саха-Якутия очень хорошая, слаженная командная работа. Они работают в правильной системе. Мы сейчас подтягиваем деятельность и работу тренеров с тем, чтобы они давали более высокие результаты и показатели, занимаясь в дальнейшем со спортсменами. Также, поскольку я здесь, я занимаюсь и со спортсменами, то есть стараюсь дать им максимум и объем интересной, новой для них информации, в первую очередь проработать технику и основы, базы пилонного спорта и воздушной гимнастики. Поэтому я думаю, что если мы будем продолжать действовать вместе с регионом, с республикой в таком же слаженном темпе и ритме, то показатели будут очень высокие уже даже в этом году. Я думаю, что прямо на национальные соревнования и на победу на национальном пока что в этом сезоне нацеливаться не стоит, но очень важно дать хорошие показатели на региональных, на республиканских соревнованиях, а также постараться войти в топ-10 спортсменов на соревнованиях по Дальневосточному федеральному округу. Остается пожелать, чтобы результаты не заставили себя долго ждать, и совсем скоро мы сможем увидеть этих юных спортсменок на Международном Олимпе. Катерина Винокурова, Виктор Дичковский, Якутск. Благотворительный фонд Илзи Лиепа во главе с народным артистом России Андрисом Лиепой привез в этом году в Мирных лучших хореографов страны. 3 дня они занимались с воспитанниками творческих коллективов Мирнинского района. На мастер-классах детей учили секретам мастерства, как правильно стоять, вытягивать стопу, прыгать и танцевать в различных направлениях. Как проходил фестиваль и какие коллективы признаны лучшими, узнала наша съемочная группа. Подтянуты и напряжены. Воспитанники детского театра балета «Алмазы Якутии» волнуются как в первый раз. И не зря, ведь выступают перед звездой мирового балета Андрисом Лиепа. Надо, во-первых, показать себя с хорошей стороны, с лучшей. Нужно принять, суметь всю информацию за один день. Ну и просто показать свое мастерство, получить что-то новое. Это тоже очень волнительно все. Народный артист Андрис Лиепа много лет ездит по стране и делится бесценным опытом с молодежью. Мастер-класс от звезды – честь и привилегия для юных танцоров. Очень много нового узнала для себя, очень много информации дали. Правильность положения ног, как правильно вытягивать стопы, как правильно прыгать, большие прыжки. Уже в студии во время интервью «Алмазному краю» Андрис Лиепа отметил хорошую подготовку воспитанников детского балета Мирного и выразил надежду, что многие поступят в хореографические училища. Я восхищаюсь детьми, которые не сидят в интернете, а идут на балетный класс. Надо сейчас иметь мужество и сила воли забросить телефон и пойти заниматься балетом. Мастер-классы, показы фильмов и смотр-конкурс танцевальных коллективов. Все это прошло в рамках ежегодного фестиваля «Настроение Алроса», где собрались юные таланты Мирного, Арылаха и Алмазного. В первый день благотворительный фонд Илзи Лиепа провел смотр-конкурс в рамках фестивального проекта «Якутия танцует». Перед жюри с номерами выступили 5 коллективов. Победителей определили по нескольким номинациям. Лучшими стали коллективы Дворца культуры «Алмаз», ансамбль «Кустук» и детский театр балета «Алмазы Якутии».
У нас прошли мастер-классы по народно-сценическому танцу, по современной хореографии. И вот сегодня у нас был мастер-класс по классическому танцу, когда ребята, конечно, смотрят на профессионалов вживую, а не по телевизору, там, по видео. Это совершенно все по-другому. Они смотрят, как они разогреваются, как они занимаются. Для них это такой дальше стимул продолжать заниматься, не останавливаться и работать. Кульминацией фестиваля настроения «Алроса» стал гала-концерт «Андрей Слиепа 6.0». Юбилейный проект, в котором артисты Большого, Мариинского, Михайловского и других театров показали номера из репертуара Андрея Слиепы и его современных проектов. Например, ПДД из балета «Лебединое озеро». Ее звезда мирового балета танцевал в постановке великого хореографа Юрия Григоровича. Все номера мирницы встречали бурными овациями и не хотели отпускать народного артиста. Андрей Слиепа заверил, что это не последняя встреча. Юлия Сундукова, Ивана Филиппова, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». Победители Краеведческого межрегиональной олимпиады «Познаю Россию» обмениваются школьниками для образовательного культурного интенсива. В город Якутск приехали школьники из Великого Новгорода в рамках второй межрегиональной олимпиады «Познаю Россию». Она будет проходить с 9 по 15 октября. Ранее школьники, победители Олимпиады из Якутии, побывали в гостях в городе Великий Новгород. А победители Краеведческой Олимпиады Якутии теперь в гостях у нас в столице, в республике. И сегодня у нас в гостях Надежда Пермикина, методист Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне», и Дарья Савко, ученица школы номер 4 города Боровичи. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы уже слышали, что школьники, победители Олимпиады, побывали в городе Нижний Новгород. Расскажите подробнее об этом. В этом году у нас был уникальный проект, который организован губернатором Великого Новгорода Никитиным, который предложил нашим школьникам принять участие в Олимпиаде, которая прошла в 3 тура. Первый тур – это ответы на тестовые задания. Второй тур – создание видеоролика об истории древнего Новгорода. И последний, самый заключительный отбор, когда отбирали 10 детей, это эссе, которое тоже было посвящено становлению государственности, потому что Республика Великий Новгород – это основа государственности России. По итогам этого отбора мы, эксперты определили 10 участников, мы их оповестили и смогли посетить такой замечательный город, как Великий Новгород. Мы были поражены тем приемом, который нам там устроили. Программа была очень насыщенной, и она была вся связана с тем, что у нас шло глубокое погружение в прошлое России, и в частности нашего города Великий Новгород. Мы посетили прежде всего сам Кремль. Оказывается, на территории Кремля и сейчас проходят раскопки, и мы оказались такими счастливыми, что смогли попасть на открытие очередной экспозиции, которая проведена была прямо на территории Кремля, и теперь там открылась новая экспозиция «Гранатовитая палата», ну, подобная, как в Москве. Гранатовитая палата – это место, где проводились все официальные приемы, как в России, вот в Москве, так и в Великом Новгороде. Кроме этого, мы побывали в усадьбе нашего известного писателя Федора Федоровича Достоевского. Узнали о его довольно-таки непростой судьбе. Посетили все его дом, в котором сейчас находится в Старой Руси. Это место, куда он приезжал из Санкт-Петербурга, чтобы иметь возможность в уединении писать свои работы и зарабатывать на жизнь. Кроме этого, нам посчастливилось собрать яблоки в усадьбе. Оказывается, сентябрь – это такое время года, когда поспевают все сорта яблок, некоторые, не выдерживая тяжести, падают. И сотрудники департамента нам собрали яблоки, чтобы мы увезли здесь, угостили наших коллег, экспертов, тех, кто был в проекте. И тут ребята сами имели возможность собрать яблоки. Ничего себе, Дарья. Расскажите немного о себе. Меня зовут Савко Дарья Владимировна. Я являюсь представительницей города Боровичи, Новгородская область.
учусь в 10 классе 4 школы. Было ли вам сложно на Олимпиаде? Так как я являюсь победителем Олимпиады «Познаю Россию» как в первом этапе, то есть в прошлом году, так и во втором, мне было не особо сложно. Этапы были, по сути, такими же, как в прошлом году. Я была морально готова к ним и начала собирать информацию еще до самой Олимпиады, чтобы быть более уверенной в своих знаниях. А какая же программа ждет наших гостей? В связи с тем, что в этом году год педагога-наставника, 8 число — это день профессиональных педагогов доп. Образования, поэтому первое, что это было погружение в наши кружки, и ребята смогли уже посетить учреждение Дворец детского творчества, а также вчера они посетили Хатасский дом детского творчества «Сетим», где они смогли сделать себе уже несколько разновидностей сувениров в национальном стиле. Покажите, потому что очень интересно. В Катасской школе мы сделали такой сувенир «Древо жизни», и также сваляли вот такие значки. В доме детского творчества мы сделали такие обереги. В дворце. Вот такие, получаются, значки, да? Достаточно красиво. И что же ждет на образовательном интенсиве? Вчера ребята посетили Царство вечной мерзлоты. Кроме этого, они сегодня посетят нашу сокровищницу, посетят, экскурсия будет в Национальном художественном музее. Для них будет, наверное, очень интересно посетить исторический парк «Россия. Моя история», так, и наши музеи. То есть мы постарались, чтобы они узнали систему дополнительного образования здесь, в Якутске. Кстати, они еще побывали в Кванториуме и Агрокубе, который находится в Хатасах. То есть мы постарались предоставить весь спектр дополнительного образования на территории Якутии, погрузить их в мастер-классы по прикладному творчеству и показать все достопримечательности нашего города. Вчера они с удовольствием катались на горках прямо внутри нашего царства вечной мерзлоты. Спасибо, что пришли к нам в гости. Пожелать вам хочется, конечно же, удачи, хороших впечатлений. Надеюсь, вам нашей республике понравится и уже нравится, и вы увидите много всего интересного и нового. А сейчас мы дадим слово нашим коллегам и в скором времени снова вернемся к вам. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Владимир Путин поручил правительству принять решения, направленные на установление обязательных требований по повышению уровня роботизации в государственных корпорациях. Обозначенный в поручении срок 1 марта 2024 года. Ответственным определен премьер-министр страны Михаил Мишустин. В будущем году может появиться возможность вывода на российский рынок инновационных зарубежных препаратов без повторных локальных клинических исследований. Входящие в ассоциацию зарубежные фармкомпании осуществляют поставки препаратов на российский рынок в соответствии с ранее данными гарантиями и продолжат это делать. За 1,5 года производители накопили опыт решения логистических проблем, параллельно с традиционными маршрутами прорабатывают запасные пути. Практически весь ассортимент препаратов производители обеспечивают. Ну а в Якутии продолжается прививочная кампания против гриппа. На 6 октября вакцинировались более 253 тысяч якутян, в том числе 99 тысяч детей. Бесплатную вакцинацию против гриппа можно получить в поликлиниках по месту жительства или работы, прививочных пунктах в общественных местах. Напомним, что в республике наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Ученики 62 классов 16 школ Якутска переведены на дистанционное обучение. Также на карантин отправлены 6 групп в детских садах. Интеллектуальная транспортная система, которая снизит количество автомобильных пробок, заработает в Якутске уже в начале 2024 года. Глава Якутии подчеркнул, что главной целью внедрения системы является уменьшение количества автомобильных пробок и повышение безопасности дорожного движения, а также призвана повысить комфортность жизни в Якутске. Финансирование из федерального бюджета на внедрение системы в республике составит более 335 миллионов рублей. Завершение этапа исполнения действующих контрактов по созданию и внедрению интеллектуальной транспортной
системы в Якутске планируется уже в ноябре этого года. Работа же системы начнется с января 2024-го. Якутский кочующий музей отправляется в Амурскую область и Забайкальский край. С 14 по 30 октября по железной дороге команда Музея музыки и фольклора народов Якутии отправится в города Белогорск, Чита, а также поселок Агинское Агинского бурятского округа Забайкальского края. В рамках турне пройдет ряд больших культурных мероприятий, направленных на популяризацию культурного наследия коренных народов Якутии. В программе организация 2 передвижных выставок из фонда Музея музыки и фольклора народов Якутии «Мотивы Севера» и «Чарующие звуки предков», премьера документального фильма «Кочующий музей», дни якутской анимации, арт-встречи, концерты деятелей культуры и искусства Якутии. Я могу петь, если гастролирую, на бубне играть, на инструментах, горловить. И рассказываю на мастер-классах про... Даже повторяют венкийские хороводные песни, учим горловые, методы какие есть. Я сама шью, у меня очень хорошие, шикарные, можно сказать, национальные костюмы. Я все с детства шью, я с детства кочевала, родилась в семье венков, которые кочуют. У нас были свои олени. Но все равно не все знают, я буду все это рассказывать. И мне очень отрадно, и я очень люблю свой народ, свою культуру, и это делаю от всей души. В спортивном комплексе «Дахсун» состоятся футбольные мастер-классы от профессиональных тренеров ЦСКА. Для детей из 100 крупнейших городов России организованы 3-дневные мастер-классы. Вместе с юными спортсменами из Якутска в проекте участвуют команды, специально прибывшие из городов Улан-Удэ, Хабаровска, Уссурийска, Удачного, поселка Айхал, а также Хангаласского и Мегино-Кангаласского районов. Напомним, что в 2018 году аналогичный проект был реализован с участием 1000 детей из 196 моногородов. Из 16 финалистов проекта, которые приняли участие в отборе, 2 детей были зачислены в Академию ПФК ЦСКА. Это прекрасная возможность для наших детей и юных футболистов всего федерального округа, показать, на что они способны. Этот проект будет проводиться на протяжении до марта следующего года. И лучшим из лучших детям будет прекрасная возможность отобраться для зачисления в детскую юношескую спортивную школу профессионального футбольного клуба ЦСКА. Для нашей республики в целом на Дальнем Востоке будет иметь огромный толчок в развитии футбола. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Ну, на этом эфир подошел к концу. Всего доброго. До свидания.